По роду своей деятельности Аскар Сыдыков знает все о проблемах кыргызского бизнеса. Он руководит Международным деловым советом. Ежедневно к нему обращаются предприниматели с жалобами на грубое вмешательство со стороны госорганов. Это бесконечные проверки, необоснованные доналоговые начисления, выемка документов. Давление на бизнес в последнее время в Кыргызстане было настолько сильным, что стал вопрос уже не о привлечении инвесторов, а о удержании в стране отечественных предпринимателей. Государство сейчас возглавляет список по притоку новых компаний в Казахстан. Проще говоря, наши бизнесмены считают, что работать в соседней республике легче, чем у себя на родине, потому и устраивают там свой бизнес. Изменить ситуацию должен новый указ, который президент подписал 29 января. Документ называется «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». Разработан целый механизм защиты собственности. Механизмы предусмотрены такие, как введение дополнительных требований по регистрации в единый реестр преступлений и проступков, то есть чтобы в случае гражданских споров не регистрировались и не возбуждались уголовные дела, досудебные производства, чтобы просто так деятельность предпринимателей не останавливали по любому доносу, по любому заявлению. Вот эта мера. Во-вторых, в части единого органа по расследованию экономических преступлений. Эта норма сейчас в УПК есть, но ее нужно уточнить и исключить лишние основания, по которым можно передавать непрофильному органу. Это два. В-третьих, меры направлены на декриминализацию экономических преступлений и другие меры. В законе заложены меры по защите предпринимателей и инвесторов. Предусмотрены нормы для исключения необоснованного вмешательства государства в бизнес. Так, Генеральная прокуратура теперь может даже привлечь фискальные органы к уголовной ответственности за необоснованное истребование документов от предпринимателей или за незаконное приостановление деятельности компании. Указ президента о защите собственности и о защите предпринимателей и инвесторов, по моему мнению, это очень своевременный шаг и поддержка со стороны главы государства для предпринимателей. Это некий посыл для предпринимателей, что их интересы будут защищаться, потому что последнее время было очень несколько громких всяких дел связанных с предпринимателями, что достаточно негативно сказалось на деловом климате в нашей стране, с учетом и тех проблем, которые были с коронавирусом и так далее. И уже реализация данного указа, мне кажется, поможет бизнесу быстрее встать на ноги, быстрее начать работать на благо страны, на благо экономики. Заложены в законе и реформы в фискальных органах. В первую очередь речь идет о налогообложении. Оно будет упрощено. Речь пока не идет об упразднении отдельных видов налогов, но мы надеемся, что будет упразднен налог с продаж НСП, потому что он был задуман как такой транзитный налог до полноценного введения НДС. Это раз. Во-вторых, мы надеемся, что будут пересмотрены ставки соцотчислений, потому что это сейчас одна из основных проблем бизнеса, и пересмотрен механизм зачета и возмещения НДС. Это тоже сейчас одна из основных проблем для наших экспортеров. Вот эти меры мы надеемся увидеть в налоговой реформе, и важно увидеть кардинальные изменения в таможенной реформе, в таможенном администрировании, потому что здесь за последние годы таких существенных изменений не было. В указе предусмотрены меры по сокращению бюрократии, заложены основы регулятивной реформы, которая должна освободить предпринимателей и инвесторов от сбора лишних справок, получения ненужных и дублирующих друг друга лицензий. В частности, до конца года будет создан единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов. Вы знаете, что бизнес и сегодняшняя мировая экономика — одним из основных факторов успешности бизнеса, его развития является время. Насколько быстро будут качественные товары и услуги, насколько быстро могут быть доставлены клиенту, это первый показатель бизнеса. Поэтому в указе заложены такие
направления, как автоматическая, очень быстрая таможенная очистка, упрощенные и автоматизированные получения государственных услуг, регуляторные функции должны быть максимально упрощены и автоматизированы. Данный закон позволит Кыргызстану улучшить свои показатели в мировом рейтинге ведения бизнеса, а значит привлечь инвесторов. Только произойдет это, если все прописанные нормы будут исполняться. В качестве решения эксперты предлагают создать оперативный штаб, который бы отслеживал выполнение подобных решений. Вот мы сегодня проводили онлайн-конференцию «Кыргызстан после президентских выборов», и там даже предлагалось экспертами вообще, что необходимо Садыру Жапарову создать, помимо правительства работы, вообще координационный штаб, который бы вот в оперативном режиме решал вот эти вопросы, связанные с упрощением многих процедур. Мы же знаем, что у нас, допустим, инвесторы приходили, но вот эта бюрократическая канитель, которая была связана с коррупцией, многих отпугивала, многие уходили ни с чем, как говорится, так и не вложив средства. Поэтому, конечно, сейчас фраза «кадры решает все», она будет особо актуальна. И когда мы говорим, что вот должны реализовываться проекты, но это же задача не только одного президента. Указ о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов стал одним из первых подписанных президентом Садыром Жапаровым. Мы все понимаем, что предпринимательство – это не только налоги, это основа экономики, там есть рабочие места, обеспечение потребителей качественными услугами, качественными товарами. Насколько бизнес, насколько предпринимательство будет развито, настолько это будет показывать силу и развитость нашего государства. Поэтому то, что одним из первых указов было посвящено этому вопросу, на мой взгляд, это показывает важность вопроса сегодняшнего дня. И указ четко определяет вектор, и есть четкая направленность, это создание максимальных благоприятных условий для ведения бизнеса. Для исполнения норм, прописанных в нем, профильные ведомства и министерства получили ряд заданий. Одно из них – максимальная автоматизация. Екатерина Такамбаева, Турар Анарбеков, Пирамида.